Так, ассаламу алейкум, витаю вас, друзья. Сегодня 2 декабря 2024 года, 17 часов 1 минута по Берлину, 18 и 1 минута по городу Джохару. Я вас приветствую. Стрим у нас сегодня вещает на канале в YouTube Reality и на канале в TikTok Аслан Арцуев. Стрим сегодняшний я назвал «Конфликт заморозят, Путин вернется. Зеленский о страшном будущем». Об этом и многом другом давайте поговорим, друзья. Но, как обычно, я бы хотел начать сообщение от Генерального штаба Вооруженных сил Украины о потерях русских террористов на территории Украины и на освобожденной части Курской области. На 2 декабря 2024 года ориентировочные потери противника составили 1790 террористов. 9 танков уничтожено, 28 боевых бронированных машин, 30 артиллерийских систем, 83 БПЛА, 99 автомобильной техники и цистерны. Ну и все. Слава Украине, слава ЗСУ, друзья. Слава Украине. Слава ЗСУ. Друзья, напоминаю всем тем, кто находится во временно оккупированной Чеченской Республике Ичкерия, либо в фашистской России, не пишите комментариев, не ставьте лайков, не распространяйте ссылку на наш стрим. Все остальные, вы знаете, что делать, правда, вы этого не делаете. Или делаете очень мало кто. Так, меня видно хорошо, все нормально, но я вот не вижу комментарий почему-то. Что такое? Появился комментарий. Так, ну ладно. Итак. Итак, привет, Сильвер, привет. Приветствую вас. Сейчас, одну минуточку. Важное сообщение от Deutsche Welle. Олаф Шольц приехал в Киев. Впервые за 2,5 года канцлер Германии совершил визит в Украину. Шольц сразу же объявил о новых поставках вооружений Киеву на сумму 650 миллионов евро. Поставки будут осуществлены еще в декабре. Приводит слова Шольца телекомпания CDF. Украина может положиться на Германию. Мы говорим о том, что собираемся делать, и мы выполняем свои обещания, сказал канцлер. Канцлер ФРГ планирует встретиться с Владимиром Зеленским и возложить цветы на Майдане. Супер просто. Господи, благослови Германию и Олафа Шольца. Вот это другой разговор, Олаф, ты наш дорогой. Это другой разговор. Знаете, по поводу того, что Олаф Шольц не хотел давать ракеты Таурус, чтобы по России били. На мой взгляд, это связано с тем... Спасибо, друзья. Спасибо. На мой взгляд, это связано с тем, что Путин отчасти прав, наверное. Ну, я не знаю просто, как эта система работает, но Путин что говорит? Он говорит, что если будут бить вот этими атакамсами, шадовыми, там, скальпами, там, как они там еще называются, французскими, английскими, американскими ракетами, то в этом случае наводят спутники на цель ракету американские, если это атакамс, там так Путин говорит. И, конечно же, стреляют тоже американцы. Фактически Россию тогда получается, если верить Путину, обстреливают американцы из атакамсов, а не украинцы. Украинцы ведут свою войну, а одновременно с этим с американских спутников, как говорит Путин, наводятся эти ракеты, и американцы же стреляют. Фактически Путин говорит, что Америка вступила в войну. Ну, говорил, по крайней мере. Сейчас, правда, он говорит, бить нужно по принятию
решений, центром принятия решений в Киеве, а не в Вашингтоне, не в Лондоне, не где-нибудь в другом месте. И то, что Олаф Шольц не хочет, чтобы таурусы били таурусами по России, это говорит о том, что, скорее всего, Путин в этом смысле прав. Только так я могу это как-нибудь объяснить. В том смысле, что тогда, получается, немецкие спутники должны наводить, немецкие специалисты должны бить этими ракетами, а есть вот эта такая историческая вина немцев перед Россией, русскими, и они в этом смысле, считают себя виноватыми. Отчасти это, конечно же, правда, потому что столько людей погибло во Второй мировой войне благодаря идеологии нацизма, которую сюда привез Адольф Гитлер из Австрии. Но с другой стороны, если немцам будет от этого легче, я мог бы им сказать, что вы знаете, что после окончания 4 лет или 6 лет, если считать с 1939 года, Второй мировой войны или так называемой Великой Отечественной войны, за это время у русских был прирост населения. Маленький, конечно, прирост, прирост. У всех других народов была убыль населения в огромном количестве. Особенно это касается азиатских республик Советского Союза. И Украина потеряла очень много, и у нее не было прибыли, прибавки к населению. Понимаете, количество людей убыль была населения. И вот возникает вот такая вот интересная ситуация. Вторую мировую войну начинает Гитлер со Сталиным, то есть империя, русская империя. А потом, когда извиняются, еще что-то происходит. Извиняются перед русскими, которых погибло меньше, тоже погибло огромное количество, особенно благодаря своим отцам, генералам, отцам-командирам, которые их отправляли, как мы сегодня видим, как они воюют. Ничего не изменилось. Цивилизация, 21 век, там интернет, люди имеют информацию, права человека, ничего подобного. Также они воевали и в 40-х годах, и сейчас, прошлого века, и сейчас также воюют, как мы видим. Поэтому, тут спорный вопрос. Помогать Украине против тех фашистов. Фактически, получается, другу Гитлера помогали тогда. Понимаете? Очень интересно получается. Бить нужно по Путлеру, и война закончится, говорит Стоп-Вор. Стоп-Вор. Мне кажется, не закончится война, если бить по Путлеру, но это очень сильно остудит их. Очень сильно их приведет в себя, и если, например, уничтожить Путина прямой бомбой прямо в его бункер, да, это очень сильно изменит расклад в России, но ничего не изменится, потому что Путин, не то, что ничего не изменится, кое-что изменится, но ситуация заключается в том, что Путин это всего лишь выдвиженец, один из выдвиженцев КГБ СССР, ФСБ. И система эта, она очень мощная, и заменить Путина, да, будет немножко накладно, но, знаете, с одной стороны, сейчас заменить Путина, это то, что хотят так называемые хорошие русские, полностью завязанные с КГБ и с ГРУ. Они хотят, чтобы сняли санкции, они хотят, чтобы они снова были рукопожатными и везде их принимали. Это не значит, что они не будут продолжать геноцид чеченского народа, украинского народа и так далее. Дело в том, что сейчас на фронте, вот давайте сегодняшнюю тему перейдем к нашей теме сегодняшней. Друзья, сейчас я перейду к вашим комментариям. Дело в том, что сегодня заморозить конфликт, об этом уже прямо сказал Зеленский. Он, в принципе, не против, чтобы заморозить конфликт. Но, как мы все полагаем, и есть живой опыт, живой пример, который произошел над чеченцами. Это
стопроцентный и неминуемый геноцид украинского народа в случае, если заключить с ними договор. Дело в том, что сейчас военные, которые сражаются, они представляют реальную силу, но внутри Украины все отвратительно. Я долго ждал, пока их зачистят, там, выкорчевывать их будут штыком и гранатой, но это все, ничего не происходит. Наоборот, усиление идет КГБшников, даже российских КГБшников на украинских русскоязычных каналах. Поэтому такого, да, может их не то, что может их переписали, все про них известно, про многих, по крайней мере. Но в Украине, если сейчас замораживать и власть забирать у военных, потому что сейчас они главную скрипку играют, а передавать там гражданским, там, разным там СБУшникам, чиновникам непонятным, там, гуровцам, еще кому-то, не знаю, кто у них там сотрудничает с Россией и хочет помирить два братских народа. Но сам факт, что если остановить, да, вот такая вот ситуация будет. Но мы все это знаем, и Зеленский это озвучил, и я вот недавно у Сотника озвучивал, у себя в стримах это говорил, неминуемый геноцид украинцев в случае перемирия. Но что говорит Зеленский? Мы готовы остановить, он говорит, ну так он завуалированно немножко это говорит, мы готовы сесть за стол переговоров с русскими, если там будут сидеть натовцы, Запад, там, американцы, вот тогда, да, мы готовы сесть с русскими за стол переговоров, он говорит. Но при условии, и это самое важное, что часть, которая находится под контролем Украины, она автоматически войдет в НАТО, и НАТО будет их защищать. Да, это только в таком случае есть гарантии, что мы избежим геноцида украинского народа. Потому что он сейчас идет, как мне правильно написали, фактически он еще сейчас идет, этот геноцид. Но то, что будет, пока вот эти парни и девушки защищают Украину, это по сравнению с тем, что сейчас есть, по сравнению с тем, что будет, если этих парней и девушек не будет. Я вам, как чеченец, могу сказать, это будет как между небом и землей разница. При всем при том, что сегодня они гибнут, вот эти парни и девушки и так далее. Поэтому в таком случае, ну, давайте тогда рассмотрим другой вариант. Например, да, Зеленский говорит, та территория, которая находится под контролем, она входит в НАТО. Безопасность со стороны НАТО распространяется только на эту территорию, вот на которой сейчас все это замораживается. А оставшиеся территории уже дипломатическим путем будут забираться. В таком случае получается другой момент развития. Тогда получается, что Россия не может нападать на ту территорию, которая будет под контролем НАТО. Она будет использовать свою вот эту агентуру. И украинцы, военные, которые сейчас являются реальной силой, они отодвигаются на второй план. И захочет ли НАТО взять вот эту Украину, сегодняшнюю Украину, вот с этими гражданскими, вот с этим КГБшным бредом, который там происходит. Я долго терпел, не хотел так грубо и рубить все это, что, как говорится, не навреди. Но сегодня я вижу, что только усиливается агентура КГБшная в Украине. Только усиливается. Да, кого-то, может, вычищают, но мы видим, что их загоняют туда, и они каждый день, как грибы после дождя, все новые и новые появляются. Откровенные КГБшники появляются. Ну, посмотрите, Киселев каждый день, там, каждую неделю приглашает вот этого Савастьянова. Савастьянов это тот, который, как он говорит, закрывал партию КПСС и возглавлял демократию. Ну, на минуточку, он генерал КГБ, ФСБ. На минуточку так. И это человек, тот, который организовывал первое нападение на чеченцев. 26 ноября Кантемировская и Таманская дивизия, танки из Кантемировской с танкистами, с российскими военными. Сверху на них сидели чеченоговорящие разные криминальные элементы, разные бандюги под видом оппозиции, были направлены на Грозный, на столицу для захвата, и были разгромлены. И тогда Севастьянов получил по шапке и от своих, ну и, конечно, мы его разгромили. И сейчас этот человек уже такой весь демократ,
Ну, представляете, если этот человек был демократом, который закрывал это КПСС, как они говорят, ну что это такое? Это все самое настоящее гибня. В Украине это все уже откровенно. Этот Золкин, например, его уже прямо, фактически уже прямо Соловьев рекламирует у себя на канале. И Золкин ссылается потом на Соловьева, говорит, да, сегодня будут новости, специально показывает этого Соловьева. Соловьев никогда не рекламирует, даже наезжая там как-то в негативном свете, если нет каких-то своих интересов. Ну, вот не заметил я за эти годы, вот за этими российскими пропагандистами вот такой работы, чтобы они раскручивали каких-то там Золкиных, Молкиных и так далее. Это большая беда. Да, они делают какое-то дело полезное. И кажется, что да, это молодцы, работа идет, там трудятся. А подвох совсем в другом. Если бы мы сразу видели бы, что они за русских, что они против Украины, мы, конечно, всех их вычищали бы метлой. Но специально это делается так, чтобы мы были запутаны и не знали, кто есть кто. Вот с этим мы боремся, чеченцы. Но у нас так далеко все это зашло, вот мы разбираемся. У вас тоже, кстати, украинцы, это далеко зашло. Так что ситуация будет, ну вот, если так исходить, значит, для того, чтобы принять Украину в НАТО, а там, как мы знаем, коррупция страшнейшая, сюда вывозят, мы знаем, Европу вывозят гуманитарную помощь, ее завозят туда, лес вывозят в обмен на гуманитарную помощь, ну целый такой, здесь схемы такие работают. Украинцы, которые сюда выехали, тоже себя, как бы мужчины, молодые мужчины, тоже себя не лучшим образом рекомендуют. И если они думают, что перед ними чеченец-кадыровец, когда в общении, они говорят, что они за Россию, что вот мы хотели бы быть за Россию, как Кадыров, там туда-сюда, такие вещи тоже встречаются. Некоторые солдаты просят, ну, кто приезжает сюда проходить какую-то подготовку, просят политическое убежище и не возвращаются. Зачем ехали сюда, спрашивается. Вот такие вот вещи сложные, которые есть, их нужно решать. И если же Украина не вычистит эту пятую колонну, вот этих агентов КГБ, не проведет люстрацию, рассекречивание архивов там и так далее, передает власть полностью военным, потому что эти люди себя зарекомендовали непроверенно, а этих нужно отправлять домой. Даже если они ни в чем не причастны, все, время такое военное, пусть идут домой. А военные пусть занимают образованных военных, я думаю, полно на фронте. И раненые есть, которые непосредственно сейчас не воюют. И они должны становиться в строй, и потихонечку Украину нужно. В таком случае, возможно, что Украину примут в НАТО. И это, да, это выход. Это выход и для Украины. Война не заканчивается, конфликт замораживается, но гарантии для безопасности украинцев тогда они получают. Украина получает. А самое главное, чтобы не было геноцида над украинским народом. Потому что если военные чуть-чуть даже ослабят свою хватку, то там в тылу силы очень даже сильные. Другой вопрос тогда возникает, а что от этого России, что от этого Путину? Если он так боялся, что Украина уходит в НАТО, и Украина на самом деле уйдет, Киев уйдет в НАТО, то тогда его уже нельзя бомбить, его нельзя уже атаковать и так далее, и так далее. И агентура так вольготно себя чувствовать не будет, потому что ее, во-первых, вычистят перед тем, как принять Украину, а затем будут очень внимательно следить, чтобы этой агентуры не было. Это то, что нужно простому украинскому народу, на мой взгляд. Это то, что нужно было бы нам, чеченцам, у нас, в нашей стране. Поэтому это, мне кажется, было бы выгодно, с одной стороны. С другой стороны, война будет тогда продолжаться еще очень долго. То есть она будет уже дипломатическим путем продолжаться, если будет договоренность. Но я мог бы предложить другой свой вариант. План победы от Аслана Арцуева. Или же от чеченцев, скажем так. Заходит НАТО, а украинцы идут на Москву.
все идут, кто в Украине сейчас сражается, идут на Москву. И как зашли в Суджу, в Курскую область, так же спокойно, я уверен, подавляющее большинство россиян не будет оказывать сопротивление. Хотя время сейчас работает против нас, получается, потому что тотальная мобилизация идет, тотальнейшая мобилизация в России. Забирают всех поголовно. Сейчас уже русские говорят, что они еще 300 тысяч готовы выставить человек. Но если же правильно применять атакамсы, а еще не применялись томагавки, которых тысячи. Сейчас русские рассказывают, что украинцы могут одновременно нанести удар до 5000 ракет. Вот этими атакамсами, может быть, томагавками, которые летят чуть дальше. Около 5000 один залп они могут применить, потому что, ну, это русские рассказывают. У меня инсайда с украинской стороны нет, я наблюдаю за тем, что говорят русские пропагандисты и разные их специалисты. И они говорят, что накачивается огромное количество вот этих атакамсов, вот этих ракет, которые за один раз могут залп 5000 ударить. Ну, представьте себе, что будет с Россией после 5000, если удара, если это произойдет. Поэтому, ну, давайте наблюдать, что будет происходить. Давайте наблюдать. Так, давайте перейдем к вашим вопросам. Друзья, я уже наговорил вам, давайте обсуждать это и многое другое. Я так полагаю, я думаю, фашистская Российская Федерация разрывают на куски. Сирия, Грузия, а Украина поставит точку. Это я тебя приветствую. Да, совершенно верно, это тоже сегодняшняя тема, которую я хотел бы обсудить. Полный разгром асадистов в Сирии, Алеппо взят, в Дамаске идут перестрелки, группы разных там, в том числе радикальных товарищей, взяли Алеппо, они говорят под контролем Турции там и так далее. Вот эти радикальные товарищи. Вообще Турция невероятная страна и невероятный у них Эрдоган. Но после того, как пошел он на Алеппо, я ему немножко поставлю, класс. Потому что, ну, столько он с этим Путиным десна лобызался, да, что сейчас, ну, молодец, русские очень недовольны Турцией, что делает Турцию в моих глазах лучше, чем она была еще позавчера, скажем так, да, что очень хорошо. Что очень хорошо. Также события, конечно же, для нас, для чеченцев, очень важно то, что происходит в Грузии. Очень важно. Боюсь сглазить, боюсь там навредить, как говорится. Грузины очень активно уходят. Идет нешуточное противостояние идет. И будем надеяться, что украинцы, грузины справятся и добьются своих прав и ну, фактически грузинская мечта, ее, как некоторые называют, русская мечта, или, скорее всего, КГБшная мечта, так ее будет точнее называть, они, в Конституции у них, у грузин прописано, что евроинтеграция, интеграция с НАТО, вхождение в НАТО и так далее. Вот это все, нарушая свою конституцию, вот эта КГБшная мечта приостановила интеграцию в Евросоюз. А это для грузин смерти подобно. Это то же самое, что происходит сейчас с Украиной. Если остановить и вот оставить так, и вот такой же бардак начнется в Украине. Поэтому очень важно. Странно, единственное место, где не говорят об Израиле. Где ты про Грузию или мой канал ты имеешь в виду? Это единственное место, где не говорят об Израиле. Кстати говоря, в Израиле тоже очень ситуация вроде бы тоже не сглазили бы, развивается позитивно. Иран втыкает заднюю.
И есть, ну, в секторе Газа уже вроде бы намного уже все спокойнее. И есть вероятность, что война на Ближнем Востоке, в частности Израиль, а, закончится эта война, и быстрее бы, было бы очень хорошо. Поэтому как-то так. Фейкин по России свободно передвигается, куда смотрит Украина, блогеры, жены, наоборот, вместе в эфире сидят. Не, Алаш, он не гуляет. Он по Курской области, по Суджи там видео закидывал, где под контролем Украины. Это такой... Да, кстати, самое главное, Элла, это заложников не возвращает. Это очень правильно вы говорите. Это самое главное, их нужно возвращать. Это правда. Это такая трагедия, когда людей так забирают, так жестоко с ними обращаются и, конечно же, убивают их, пытают и так далее. Да, но если сейчас война закончится, их, конечно, нужно будет вернуть. И, ну, я считаю, что сектор Газа — это внутреннее дело Израиля, и Израиль должен восстановить полностью контроль над сектором Газа и может дать полномочия автономии, потому что в противном случае это опять будет война, опять это будет, если Израиль не будет полностью контролировать. Ну и какое-нибудь там, наверное, соглашение должно быть. Да вообще, если России не будет, то Израиль договорится с арабами, с арабским миром. Арабы — это миньоны КГБшников, коммунистов советских и сегодняшних вот этих КГБшников, ФСБшников. И Ирана, конечно же, Ирана. Короче, вот такие вот дела. Пацан, как ты думаешь, в каком квартале 2025 года Трамп признает Ичкерию? Эд, ну, вопрос, конечно, очень интересный. Я полагаю, точнее, я надеюсь, что это будет в первом квартале. То есть это будет 21 января, это будет 20-го он вступит в должность, пройдет инаугурация, и первым указом он подпишет о признании Чеченской Республики Ичкерия. И я ему памятник из чистого золота поставлю. Так, а что, грузинам НАТО лучше будет? Конечно, Виктор, конечно будет. Грузинам это спасение грузин, понимаешь? Это значит, что их нация, их народ, их государство будет развиваться в безопасности. Да, это непросто. Да, очень высокие требования. Да, придется избавиться от коррупции. Придется от многих вещей, которые нам, советским вчерашним гражданам и вообще не имевших такое правовое, сильное, бескоррупционное государство людям будет тяжело некоторые вещи соблюдать, но нам придется их соблюдать. И, конечно, это спасение. Спасение. Аслан, вы мусульманин? Говорит Элла. Да, Элла, я мусульманин, стопроцентный мусульманин. И считаю, что против Израиля на основании, с точки зрения ислама, религии, нету ни малейшего основания нападать на Израиль. Это говорит наш Коран, который прямо указывает, что это сыны Израиля, что это их земля, что они там должны жить. Это такая сложная, запутанная, очень много оболганная тема, ситуация противостояния западного мира и коммунистического вот этого сатанистского мира, где Израиль и реально и арабы Палестины оказались между молотом и наковальней. И арабы борются не за ислам, хоть прикрываются исламом, говорят об исламе. Ничего общего с исламом то, что они делают, не имеют. Хотя они искажают и Коран, и ислам, наговаривая ложь на израильтян, на евреев. Это территориальный спор. И это спор, который выгоден был всегда Советскому Союзу, Ирану. И ислам — это прикрытие, чтобы привлекать нас, чеченцев, привлекать 2 миллиарда мусульман на этой земле. И сейчас, как вы видите,
2 миллиарда. И раньше, в принципе, мы все знали, что такое коммунизм, что такое Россия, кто стоит за исламскими джихадами, Хамасами, Хизбаллахами, там разными такими громкими названиями. Мы все знали. Ну, не все, конечно, знали, ну, некоторые знали. Теперь знают очень много. А мы, чеченцы, вообще, как говорится, нет худа без добра, избавились от иллюзии, что есть какой-то исламский мир, что какая-то есть... Да, есть мусульмане, их 2 миллиарда на земле. И огромное количество людей, которые хотят жить и развиваться, и созидать. Но при всем при этом мы в соответствии с исламом, если брать чисто религию нашу, не имеем никаких претензий к евреям и Израилю. Это имеют претензии арабы и русские с иранцами, которые вот этих бедных, я считаю их реально жертвами, вот этих бедных арабов Палестины, которых 3 поколения взращивают в ненависти. Их задача заехать на машине на Иерусалим, в Израиль и сбить какую-нибудь бабушку. Или стрелять ракетой и убить бабушку в месяц Рамадан. Вот какой это ислам они там. Это чистые кадыровцы, и они жертвы, по большей части. Как сейчас чеченский народ, правда, мы оказались после 20 лет сражений и потери треть населения под оккупацией русских. А арабы, к большому сожалению, никем не оккупированные, оказались сами в ненависти к этой. И вся причина, на мой взгляд, это то, что они не хотели дать такие же права, которые хотели себе, иметь государство. А евреи, они обязаны иметь свое государство. Если у евреев не будет государства, что сделали с евреями, мы все помним. Это их сжигали в печах, их репрессировали, из того же Израиля их изгоняли в свое время. Поэтому этот народ заслуживает иметь свое государство, заслуживает иметь свою армию, чтобы и этот народ, потому что другие армии не придут защищать евреев. У них должна быть своя армия. То же самое касается чеченцев. У нас есть своя земля, тоже 1000 лет, как и евреи, мы живем на этой земле. У нас должна быть своя армия, чтобы нас каждые 50 лет, как евреев, не геноцидили, не убивали и так далее. Что нас тоже убивают. И мы не меньше горя, если не больше, чем евреи перенесли. Но вот такая вот ситуация. Это очень сложная ситуация, которую должны решить американцы, англичане и русские. Сейчас, я так полагаю, вопрос будет решен. И к большому сожалению, таким кровавым способом это происходит. Но я очень надеюсь, что как можно быстрее это закончится. И на земле, священной земле Израиля, святой земле Палестины, а Израиль это Палестина в том числе, восторжествует мир и нормально будут там жить люди. Хотелось бы в это верить, и мы прилагаем усилия для того, чтобы разъяснять мусульманам, объяснять людям, чеченцам в частности. Ну и не только мы, чеченцы, в исламском мире являемся, ну скажем так, такими законодателями чего-то, особенно в деле защиты прав, в том числе вооруженным путем. И большое внимание другие народы обращают на наших воинов, на наших защитников, и мы разъясняем, и получается, слава богу, чеченцы тоже понимают. Есть, конечно, претензии к евреям у чеченцев, в том числе построенная мечеть ФСБшная имени Кадырова, ну и другие вещи, которые сейчас не хочется говорить, но есть претензии, ко всему миру есть претензии, и Германии есть, и ко всем есть, ко всем до единого, потому что ничего у чеченцев пока не изменилось, пока ничего. Израиль хочет мира. Я знаю, Владимир, я знаю, я общаюсь с евреями, я наблюдаю за ситуацией. К сожалению, я начал интересоваться и вникать в эту тему не так давно, потому что меня волновала только моя тема. Но оказалось, что всесильные, всемогущие евреи в таком же тяжелейшем положении, как чечен. Ну, не как у нас хоть и государство есть, и поддержка есть, но мы тоже придем к такому положению, что у нас будет свое государство, своя армия, но у евреев тоже положение не ахти какое, но будет лучше.
будет лучше. Так. Поехали дальше, друзья. Я, друзья, перемотаю, тут я смотрю. Израиль единственная демократическая страна на Ближнем Востоке, а диктаторам с Ближнего Востока это не нравится. А Россия помогает этим диктаторам, потому что Россия тоже диктатура и тирания. Да, совершенно верно. Израиль это единственная демократическая, как мы уже много раз говорили, да. Слава Украине и быть Ичкерии. Аминь, аминь. Героям слава. То я смотрю здесь, антисемиты вылезли, да, все, антисемиты. Я не знаю, вы, наверное, кайфуете, да, когда я стрим веду, заходите сюда и получаете порцию оплеух. Вам, наверное, это нравится. Ну, зачем вы сюда насилуете себя? Уходите, живите там в других каналах, вон там есть разные ГБшные, подхолопные каналы. Туда все, там вам место, давайте туда. Мальчики и девочки, вон! Аслан, ты, будучи адвокатом, не там был грамотен, как стал блогером. Мне так нравится, как ты их всех разносишь. Ногчи, говорит, ногчи. Но, знаешь, позиция, на которую я опираюсь, она всегда имеет факты. Я не за Израиль, я даже не за Ичкерию. Я за справедливость. И если же евреи будут неправы, я скажу, что они неправы. Чеченцы будут неправы. Я вам и говорил, и вы знаете, я скажу, что мы неправы в этом случае. И не важно, кто это будет. Абсолютно. Басаев это будет или Дудаев, к которым я отношусь просто безмерным уважением. Поэтому наша позиция, когда ты на стороне справедливости и на стороне правды, она всегда удобна и легка для защиты. А нам, как адвокатам, это очень удобно и легко делать. Так что все нормально. Ам Израиль хай. Супер, Нохчи. Ты тоже все отлично. Еще эти антисемиты думают, что все мусульмане должны быть против Израиля. Идиоты. Алаш, знаешь, очень много людей, которые вообще не пишут комментарии, а пишут тролли. И специально для них большой кошмар, если мы узнаем эту истину, знаем правду, что евреи, они жертвы в этой войне. Да, палестинцы тоже жертвы, но евреи жертвы самые оболганные. Они имеют право на государство. Какой чеченец может претендовать на свое государство, отказывая еврею в государстве, которое указано в Коране, особенно если это чеченец мусульманин? Как он может от этого отворачиваться? Невозможно просто. А эти вещи, они режут слух, потому что мы произносим их впервые, так прямо, открыто. Потому что мы всегда пребывали в пропаганде, и какие-то там разборки там, на Ближнем Востоке, война, там, ну это было далеко. Как и для них далеко то, что было на Кавказе. Но так сложилось, теперь мир открылся, теперь мир прозрачен, и он близок, чем мы... Мы со всего мира люди сейчас на меня смотрят, и я вещаю на весь мир. Все, нет уже. Никаких границ уже нет, понимаете? И теперь мы должны жить в одной семье, в этой мировой семье, все едино вместе, и разбираться, понимать, что да, без справедливости к Израилю не будет справедливости к Украине, не будет справедливости к Украине, не будет справедливости к Грузии, к Ичкерии, там, в Сирии. И вот эти вещи нам нужно быть объективными. А то, что фашизм, который нам навязывается, но он только объясняется, я не знаю, незнанием. До конца не знать этого всего. Рассказывают, что
евреи там против нас воевали. Ну, пропаганда же нам рассказывает, что это евреи начали войну против чеченцев. Там, что Дудаев был евреем, которого нам заслали. Говорит, хотя все знают из Ичкерии, что Джохар чистокровный чеченец, у него никакой другой крови, кроме нашей, нет. Но вот рассказывают эти сказки. Но они забывают момент, что 300 лет назад тоже же было то же самое. 200 лет назад было тоже, и 100 лет назад. Тогда у евреев не было своего государства. Они там в Москве не были так хорошо упакованы, что правда, они упакованы. Но посмотрите на кадыровцев, они тоже упакованы. Они тоже предатели своего народа. После 7 октября 2023 года любой еврей, который будет, теперь в моем понимании так выглядит, будет за Россию, то он такой же кадыровец. До этого, ладно, можно было там зарабатывать деньги, там, если Россия не уничтожает Израиль. Тут они зашли, это же Россия сделала. Россия дала приказ на 7 октября, в день рождения, совершить этот геноцид, чтобы разжечь пожар исламской мировой революции. Мы же это знаем. Это тот же прием, который используется Россией всегда. На нас нападает Россия и обвиняет, и нам закладываются нарративы, что на нас напала не Россия, а кафиры, евреи, там, инопланетяне, ну не русские, ни ФСБ, ни Лубянка, ни Кремль. Все напали, кроме них. И мы начинаем говорить кафиры. И кафиры это неверно. Значит, 2 миллиарда мусульман, все там остальные 5 миллиардов, это неверный. То есть получается 5 миллиардов у нас врагов. Вот их было там 100 миллионов, 90 миллионов русских, россиян, нашими врагами. И вот замена вот этого нарратива нас делает врагами 5 миллиардов человек. Вы задумайтесь. Потом внутри вот этих 2 миллиардов мусульман тоже дробление идет. Этот не так молится, этот шиит, этот суннит, этот салафит, этот там еще кто-то, алавит и так далее. И таким образом враг, который нас убивает 3 века, переключает внимание на кого угодно, но только не на него. То же самое с евреями происходит. Вот мусульмане, ислам виноват. Нет, дорогие, не ислам виноват. Если ислам правильно трактовать и правильно его преподносить, ислам никаких претензий не имеет ни к евреям, ни к израильтянам. И иметь не может по определению. Понимаете? Эти вещи нужно прямо открыто говорить. Да, это вначале режет слух, это тяжело понять, как это так. Но в основном вот все эти пишут комментарии. Это тролли, это КГБшники, и всегда они связаны с Россией. Почти всегда. Да, есть антисемиты, есть. Я сейчас убедился, что есть антисемиты, не связанные с российской разведкой. Но их мизер по сравнению с думающими людьми. Вот в чем вопрос. Спасибо, друзья, за подарки. Так, давайте дальше. Ой, сколько вы тут обиженных на меня. Ребята, ну что вы так себя мучаете? Скажите мне, что вы мучаетесь, заходите себе, бедолаги, мучаетесь. Евреев гоняли все, но только не мусульмане. Когда евреев гоняли и убивали в Испании, именно османы, турки спасли евреев. Ну, я этого не знаю, но я знаю, что никогда на Кавказе у нас не было, у нас жили евреи, горские евреи, у нас не было с ними проблем. Наоборот, мы, чеченцы, дружили очень с евреями, лучше, чем со всеми другими мы дружили. И как-то так, да. Поэтому никогда, если нацисты в 30-х годах, в 40-х начале убивали евреев, это же не значит, что это делали католики или христиане. Это делала нацистская, они кресты вешали за убийство евреев, за сжигание их, за депортацию их, там медальки, погоны, звездочки вешали. Но это же не христиане виноваты в этом. Это вот идеология, которая была навязана, нацизм самый настоящий. Точно так же ни ислам, ни мы, чеченцы, ни мусульмане, не являемся врагами. А
религиозная война – это самое страшное. Это то, что нужно Путину, что нужно ФСБ, чтобы евреи относились ко всем мусульманам плохо. Я просто читаю комментарии, как мусульмане пишут про войну, эти тролли. Ну, я бы, если был бы евреем, я бы возненавидел бы всех просто. Ну, если бы. И поэтому мне нужно объяснить, что нет, мы не виноваты в этом. Это пишут российские спецслужбы. Российские, ну и, конечно же, полезные идиоты, которые подключаются в это. Сейчас нормальный человек, наоборот, даже если у него есть претензии к евреям, он возьмет паузу, отойдет в сторону, чтобы не быть в одном окопе с русскими. И это нужно понимать. Очень сильно хотят разжечь вот этот пожар, мировой пожар религиозной войны. Мы не можем этого допустить. Это самая жестокая война, самая кровавая война, самая опасная война. И будут очень много жертв. Очень много будет жертв. Сейчас русские будут финансировать и вооружать свои вот эти ЧВК исламистские разные, которые у них имеются. Будут в 100 крат вооружать. 100 крат их будут пропагандой, деньгами и оружием завлекать. Потому что раньше им приходилось стесняться где-то как-то аккуратно это делать. Сейчас они на грани уничтожения России, КГБ, и они будут делать все. Их солдаты, как мы видим, негодные. А вот эти люди, фанатики, если им вбить программу, то это будет очень большая война. Мы не можем этого допустить. И мы, слава Богу, видим, что сунниты, сейчас они больше на шиитов начинают переключаться, потому что с суннитами у них не получается. Сунниты поняли, а сейчас время за шиитами понять, что это обман большой. Вы инструмент в чужих руках, и нельзя этого допускать. Как-то так, друзья. Сейчас, одну секунду. Ладно, давайте дальше. Аснас, расскажи, как Израиль помог Азербайджану отвоевать свои территории. Мы многое не знаем, но помощь была, и итог 44 дня, и все, территория на месте. Без Израиля это могло затянуться. Да, совершенно верно, Эд. Я просто тоже всех деталей, как ты правильно говоришь, я не знаю. Я знаю, что Азербайджан и Израиль это стратегические союзники. И как я слышал, Израиль очень много помог Азербайджану, и я бы хотел, чтобы Израиль и нам помог. Нам помог. И мы были такими же стратегическими партнерами и надежными союзниками для Израиля, если нам была такая оказана помощь. Да, это была супер помощь, и спасибо. Тода раба. Но Дворская была еврейка и одна из достойных женщин нашего времени, которая до конца стояла за Ичкерию. Да, совершенно верно. И таких много. Посмотрите на моем канале. Если, чтобы там меня не обвиняли в том, что меня евреи там платят, мне заставляют мне что-то говорить там и так далее. Я это каждый раз подчеркиваю, потому что очень много сейчас распускается слухов на эту тему. Но посмотрите, евреи пишут комментарии, евреи поддерживают нас. Сделайте шаг к ним, и они сделают шаг к вам. И таким вот образом мы, чеченцы с евреями, я считаю, обречены дружить. Обязаны просто, исторически просто мы обязаны дружить, сосуществовать. Мы два малочисленных небольших народа, которые пережили очень сильные испытания в этой жизни и которые закалились в этой борьбе за выживание. Я думаю, у нас много чему есть поучиться у евреев, а нам есть много чему поучиться у них, а им есть у нас поучиться чего. Поэтому спасибо, Иришка. И вот ваши комментарии, которые вы пишете, друзья, это для меня очень важно. Не только тут, что вы пишете. Дальше, если вы будете, я вас тоже буду заражать. Я буду антисемитов заражать, разблокировать их, а вас я буду заражать. Делайте, чтобы вы помогали, просто комментарий написали, лайк поставили, мне сюда поставили, в другом месте, просто слово сказали, как, например, это делает Гарри Табах. Гарри Табах в войнах наш человек, который всегда, везде говорит просто словечко Чечня, чеченцы, все, мне этого больше, чем достаточно.
Такой уважаемый человек, всегда, он знает, что над нами. Он принимал участие в борьбе против терроризма, там, на Ближнем Востоке, еще где-то. И я знаю, что он много чего знает, насколько несправедливо было к нам отношение. Как-то так. Пойдемте дальше. Салам, салам, Рустам. Отлично, it's me. Чтобы тебя кадыровцы поймали. Марко Поло. А почему не русские? Я же не кадыровский оппозиционер. Это другие там вот эти есть оппозиционеры. Почему вы всегда на кадыровцев говорите? Вы ментально считаете себя ниже нас, понимаете, россиянцы? Вы не говорите, какой-то русский витязь нас поймает и накажет меня. Всего лишь за свободу слова, понимаете? Здесь это не преступление, кстати говоря. Вы нам кадыровцами пугаете. Мы их тоже не боимся. Но это очень характеризует, что вы нам, убив 30% нашего населения, оккупировав всю нашу страну, как бы угнетая нас, унижая, все равно боитесь нам говорить про какого-то... Не тоже боитесь, вы просто считаете, бессмысленно нам говорить, что каким-нибудь русским вашим витязем, в кавычках, пугать. Понимаете, что это будет смешно просто-напросто. Вы ментально под нами находитесь, понимаете? Не только под своим Путиным и ФСБ, но и под нами тоже. Несмотря на то, что вы уничтожили 30%, оккупировали страну, и якобы вроде бы как бы нас победили. Ну что-то у вас пошло не так дело. Пойдемте дальше. Как вы относитесь к дагестанцам? Я отлично отношусь к дагестанцам, которые не убивали чеченский народ и не воевали против нашей страны. Это наши соседи, и мы к ним относимся отлично просто. Сейчас в Америке зачистка от ФСБ идет. Я думаю, да, Дир, начинается все оттуда. Она проникла везде, это Америка. Джохар Дудаев распорядился восстановить синагогу в Грозном, в которую русские превратили помещение для склада, как и мечети. Да, совершенно верно. Так, салам всем. Асан, как ты относишься к Натаньяху, в целом к сионистам? Салам Итинбек. А что ты так Натаньяху, сионистам так проставил? Я не знаю, как относиться к Беньямину Натаньяху. Я просто его как человека вообще не знаю. Я не следил, как я раньше говорил, за ситуацией, за этим политикумом. И если он что-то против чеченцев говорил и делал, я к нему отношусь плохо. Что же касается сионистов, мне кажется, вы не понимаете, когда произносите вот это слово, этот термин, что это значит. Напиши, пожалуйста, что для тебя значит сионист, и я тебе скажу, прав ты или нет. У нас есть мечеть чеченская, говорит Маргарита в Израиле. Маргарита, к большому сожалению, у вас есть ФСБшная мечеть имени убийцы чеченского и предателя чеченского народа Рамзана Кадырова. Это не чеченская мечеть. Это кадыровская, ФСБшная, как чья угодно, но это не наша мечеть. За это вам еще придется, я думаю, краснеть, я думаю. К большому сожалению. Чеченцы презирают Россию и уважают Америку. Да. Ортодоксальный еврей. Так. Натаньяху патриот своей страны, он просто не доверяет никому, кроме Америки, после теракта 7 октября.
Да, конечно, если бы он не был патриотом, он бы не занимал столь высокий пост, и его бы так евреи не уважали бы. Да, конечно. Ассаламу алейкум, чеченские братья мои. Ва алейкум салам, Мустафа. Так, давайте почитаем здесь в ТикТоке. Расскажите про Уховский район. Что рассказать? Я знаю, знаете, что я хочу рассказать? Я знаю, что в Ауховском районе готовятся провокации российских спецслужб для того, чтобы стравить дагестанцев, чеченцев. И знаете, планы у них такие, они хотят сделать... Сейчас я постараюсь найти этот свой текст, чтобы его зачитать. Они собираются сделать Палестину 2.0 у нас дома. Но с чем я, как вы понимаете, в корне не согласен. Давайте я вам зачитаю свой текст, который я написал пару дней назад и опубликовал его сегодня, по-моему, утром. Чеченская республика Ичкерия, буквально 5 минут. Чеченская республика Ичкерия. Жизнь под оккупацией и борьба за свободу. Чеченская республика Ичкерия находится под жестокой русской оккупацией. Мы живем в условиях, когда любое слово против оккупанта может стоить жизни, а любая попытка сопротивления обернуться похищениями, пытками и смертью. Российская армия и спецслужбы используют все возможные методы репрессий, похищения, пытки, несудебные казни, насилие и массовые репрессии. Чеченский народ находится в состоянии постоянного страха и унижения. Все это под видом обеспечения стабильности, как утверждает российская пропаганда. Но на самом деле эти преступления не имеют ничего общего с борьбой с терроризмом. Их цель уничтожить нашу идентичность, наши традиции, нашу культуру и сломить дух народа. Это не борьба с террористами, это уничтожение всего чеченского народа. Как сказал когда-то некий Николай Кошман, здесь будут жить чеченцы, но они будут уже другими, не такими, как те, которые были. Эти зловещие слова точно отражают суть русской политики в Чечении. Стоит отметить, что в том числе и за эти слова ему предстоит ответить как соучастнику геноцида чеченского народа. ФСБ пытается использовать нас и контролировать каждый аспект нашей жизни, используя манипуляции, насилие и ложь. Несмотря на все усилия, они не смогут нас сломить. Третья часть чеченского народа уже за пределами Чечении, и мы продолжаем борьбу за свободу. Миллиарды рублей, которые Россия тратит на свою пропаганду, создают ложное впечатление о мирной Чечении. В реальности там царит террор и насилие. Пропаганда создает образ России как потерпевшей от международного терроризма, скрывая от мира реальное положение дел. Западные державы в погоне за геополитическими интересами и выгодные контракты не видели, что происходит на нашей земле, или сознательно закрывали на это глаза. В настоящее время появилась надежда на позитивные изменения. Любая попытка чеченцев отстоять свои права, включая освобождение территории, будет интерпретировано как действие радикальных групп. Мы это уже видели ранее в нашей стране, а затем в Сирии. И в Чечении это вполне может снова повториться. Есть вероятность, что такие группы уже существуют и в Украине, и в Чечении. Сначала мировое сообщество может поддержать свержение Путина и его режима в Чечении, но затем новая власть в лице хороших русских, которых Запад сейчас активно поддерживает, вновь объявит чеченцев террористами. Это станет поводом для окончательного уничтожения нашего народа, предварительно создав аналог Палестины 2.0 и запугав Запад чеченской террористической угрозой. Российская пропаганда всегда активно использует любую возможность, чтобы представить чеченцев как экстремистов и террористов. В том числе пытаясь оправдать свои преступления в Украине перед мировым сообществом. Иногда бывают задействованы даже такие лица, как Папа Римский, который ложным образом обвинил чеченцев в резне Бучи.
Это заявление полностью опровергается западными расследованиями, подтверждающими отсутствие российских военнослужащих чеченской национальности в Буче. Такие обвинения, как это, могут быть использованы для обоснования новых репрессий против нашего народа. Так уже было в нашей истории. Важно осознавать, что любые действия, даже самые справедливые законы могут быть искажены и использованы оккупационным режимом для дискредитации нас и нашего сопротивления. Кроме того, учитывая значительный оккупационный контингент в Ичкерии, попытки вооруженного сопротивления в нынешних условиях крайне опасны. Мы не можем позволить себе распылять силы на сомнительную вооруженную борьбу, особенно когда у нас есть возможность укрепить свои стратегические позиции другими действиями. Но отказ от вооруженного сопротивления – это не капитуляция. Это время для того, чтобы сохранить силы, подготовиться к будущей борьбе, дать миру увидеть правду о том, что происходит в Чечении, и с нами, и продолжить борьбу другими методами. В этом сложном контексте, чтобы выжить и сохранить свою идентичность, нам необходимо укрепить свои позиции не с оружием в руках, а с оружием правды. Основные направления борьбы: информационная работа, наладить тесное сотрудничество с чеченской диаспорой и независимыми СМИ для того, чтобы донести правду о происходящем в Чечении, разоблачать российскую пропаганду и агентуру. Второе. Привлечение международного внимания. Активно работать с правозащитными организациями, ООН, Европейским судом по правам человека, чтобы привлекать Россию к ответственности за ее преступления. Наладить связи с теми государствами, которые готовы поддержать нашу борьбу за свободу и права человека, чтобы укрепить нашу международную позицию и вызвать помощь извне. Третье. Экономическое сопротивление. Экономическое сопротивление. Скажите, звук не пропал у меня? Это после звонка он иногда пропадает, мне кажется. Я думаю, не пропал. Экономическое сопротивление, поддерживать, спасибо, поддерживать все инициативы, которые подрывают экономическую мощь оккупационного режима. Мы можем и должны влиять на международные финансовые потоки, которые Россия использует для своей репрессивной политики. Сохранение национальной идентичности, развивать и поддерживать образовательные, культурные и социальные проекты, которые могут сохранить чеченский язык, помогут, нашу веру и традиции, противостоять ассимиляции и борьбе за уничтожение нашего культурного наследия. Поддержка Украины. Чеченский народ всегда поддерживал и будет поддерживать тех, кто борется за свою свободу и независимость. Мы выражаем свою солидарность с Украиной и в ее борьбе против российской агрессии. Наши народы страдают от одного и того же врага, и наша поддержка – это не просто моральная позиция, но и знак общей борьбы за свободу и против угнетения. Борьба за свободу требует огромных усилий и жертв, но молчание и бездействие приносят еще больший вред. Если бы мы не молчали, возможно, нам удалось бы спасти тысячи наших молодых парней и девушек, которых российские спецслужбы использовали как пушечное мясо в войне в Сирии. Когда мы не боремся, мы даем оккупантам возможность продолжать нас уничтожать. Мы обязаны быть активными. Потому что даже самые небольшие шаги в сторону сопротивления имеют значение. История нашего народа – это история стойкости и мужества. И каждый из нас обязан сыграть свою роль на этом пути. Сегодня, как никогда, важно проявить терпение, собрать силы, разработать правильную стратегию. И когда наступит подходящий момент, быть полностью готовыми к действиям. Свобода Ичкерии – неизбежность. Каждый из нас несет ответственность за то, чтобы этот день наступил как можно скорее. Нас ждут великие перемены. Аслан Арцуев, председатель Human Rights Center Ичкерия, 30 ноября 2024 года. Друзья, я
хочу попросить своего модератора вот этот кусок вырезать, чтобы я его потом мог отдельно поместить. Как-то так, друзья. Давайте. Так. Я смотрю здесь тролли, вот кто меня здесь смотрит в ТикТок, зайдите в YouTube, посмотрите, и тут, наверное, вы видите, в Ютубе они очень активные, очень, короче, обиженные, да, на меня. Вот так они пишут и про евреев, про Израиль и так далее. Я просто вам, чтобы видеть, сейчас я их все заблокирую. Таким образом, на меня выделено отдельно про евреев, про вот антисемитские вот эти высказывания. Это целая отдельная там у них там отрасль, целые там цеха целые, да. На меня тоже отдельно они выделяют своих вот этих троллей, они заходят и обвиняют меня там в сионизме, там и исламофобии и так далее. Хотя на самом деле они говорят, что я не воевал, там, что я не смелый там, и так далее. Здесь у меня был диалог с одним парнем, который, как он говорит, воевал. Обычно, кто воевал, они не говорят, что они воевали, но этот говорит, что он воевал, и говорит, что я не такой смелый, как он. И в итоге я ему говорю, как ты считаешь, вот то, что Басаев пошел, захватил Буденновск, как ты на это смотришь? Он говорит, я не буду на это говорить. Он воевал, его военный командир Шамиль Басаев, я прошу его дать оценку его военному командиру. Он не отказывается давать оценку. Он говорит, я не буду это говорить. А я, который не такой смелый, как он, не такой мощный, как он, а я говорю, да, Шамиль Басаев спасал свой чеченский народ, и все, что он делал, было подчинено именно этой линии. И я целиком и полностью поддерживаю Шамиля Басаева. Так кто тогда командир, чей командир Басаева, его или мой? Вот такие вот вещи происходят. Нужно думать, друзья, и головой думать, да, а не инстинктами. Если вы немножко не разбираетесь в ситуации, послушайте тех, кто пытается разобраться и донести до вас эту истину. Так, Шамиль, приветствую тебя, всех, друзья, приветствую, я вот эти заблокировал. Кто автор сия произведения? Ну, я же внизу написал Аслан Арцуев. Их бин я, то есть, да, их бин. Друг, а ты вчера бухал, говорит. Андрей Иванов, понимаешь, мне уже почти 40, почти 50 лет. И в моем возрасте, даже если я пару часов не высплюсь, я выгляжу, как будто в 20 лет я бухал неделю. Поэтому, простите, я, может, не такой симпатичный, как вам хотелось бы видеть, но возраст берет свое, и у меня появляется лысина. Представь себе, да. Андрей, тебе тоже это грозит, потому что время, оно беспощадно к нам делает. Абу-Гош — это потомки чеченцев. Маргарита, это не так. Нету там потомков чеченцев. К большому сожалению, может быть, там нету чеченцев. Это черкесы. Если бы там были чеченцы, мы бы это знали бы. Нету. Это появилось сейчас, чтобы нужно было Кадырову поставить там мечеть. И некоторым пророссийским евреям нужно было легитимизировать и Кадырова, и вот этих убийц, предателей. Вы даже не представляете, что они с нами сделали. Вы даже не представляете, эти люди клялись, его отец объявлял джихад России, призывал наших парней на войну. Мы просто пережили ужас. И потом этот Кадыров стал рукопожатным, принимаемым, там, 3-10.
Вот тогда появилась история, что в Израиле живут чеченцы. Я никогда не слышал этого. Ни я, ни кто-либо другой ранее не слышали, что. Мы знаем, что в Турции, Иордании, в Сирии, Иордании сохранились чеченцы, в Турции, в Сирии они практически ассимилированы местной властью. А так Иордании, благодаря правильной политике короля и помощи Соединенных Штатов, которые настояли на том, чтобы были представители малочисленного народа, чеченского в частности, и черкесского в парламенте Иордании, поэтому чеченцы там полностью сохранили культуру, язык, они ничем не отличаются. И мы с ними общаемся, и мы знаем, что, и они знают, что в Израиле нет чеченцев, к большому сожалению. Но я за то, чтобы там были чеченцы, как евреи были бы в Ичкерии. Я за это. Ночи. И мочом подколи, а Лилия Козловин, да? Почему сионисты не следуют еврейским писаниям? Почему христиане не следуют христианским писаниям? Почему мусульмане не следуют? Ну, такой вопрос вы мне говорите, как будто, тем более я не еврей. Вы можете их спросить. Причем кто не следует. Есть кто-то грешит, кто-то бухает, кто-то еще чем занимается нехорошим. Ну, всякое есть ведь, правильно? Ему ложиться в могилу и ему отвечать потом перед Богом, правильно? Его грехи это его. Мы должны найти точки соприкосновения. А так, ты же тоже не идеален, правильно? Спасибо, Элла, спасибо. Алейкум. У нас есть черкесы, очень хорошие люди. Их мало очень, но мы их ценим очень. Черкесы вообще молодцы. Это достойнейший вообще и Кавказ представлять, и черкесов представлять, конечно. Это очень хорошо, что у вас с ним. Ну, в принципе, что нам делить? Израиль не империя. Дело ведь в том, что арабы это империя. Понимаете, как и русские. Понимаете, 22 арабские страны. Это, объединились бы они в одну страну, жили бы, забрали бы этих... Да вообще, знаете, если бы тогда, в 47-м, 48-м году, 47-м году они согласились бы, чтобы было Израиль и арабское государство Палестина. Вот это было бы. Все, никаких вопросов не было бы. Но это не нужно было русским, это не нужно было Советскому Союзу. И тогда их подбили, сыграли на их националистических чувствах, на вот этих всех ненависти и так далее. Ну и приписали к исламу, что это ислам говорит, там ислам, мусульманство говорит и так далее. Спекуляция обычная. И сейчас я за то, чтобы у арабов было свое государство, у арабов Палестины. Но при условии, что они 100% разрешают Израилю иметь свое государство, и потом не будут их бабушек, безоружных людей убивать. А то так сидеть на пороховой бочке кто захочет? Я бы не захотел бы лично. Dela ночи, мадикела, изотюнг, она ночи. Мечавритель, да. Иза просто уничтожить, да. Со свящою Богу, да. Понятно. Ночь Джоя, Кадыров, Розан, подать в ебо, да. Кадыровец, Геруар, да. Ha ertewello zu nochichur borz. Ha ertewello zu nochichur erewel dat hay общественная организация Хайлан. Аздадизершин шедегадец. Хазна, Кадыров уже давно он чувел. И самогатни, чувел он полный рост, дуй Кадыров. Вал меткбац он. Я Путин, я цина
Так что все нормально. Там было создано арабское государство, Иордания называется. Да, да, королевство, да, знаю. Черкесы, друзы, мусульмане, все наши братья. Отлично, Маргарита. Мы вам не враги. Мы ведем работу, вы даже не представляете, как... Знаете, у меня стояла дилемма. Быть на стороне справедливости. И когда я начал заниматься, вот когда у Израиля, у евреев началась война, ну, нужно было об этом обозначиться, нужно было сказать свое мнение, потому что я правозащитник, я защищаю права людей, и нужно было, ну, четко сказать позицию. Но я говорил позицию по Израилю и террористам еще несколько лет назад, когда тогда они обстреляли вместе Рамадан из своих вот этих кустарных ракет и убили бабушку. Месть Рамадан. Бабушку, просто женщину. Месть Рамадан. Нельзя вообще никого убивать. Войны останавливаются. А тут безоружных, да, вооруженных людей даже не убивают. Войны останавливаются. Тут ну, подлость, вероломство, которое в исламе категорически запрещено. И тогда я сказал заступился, ну, осудил вот это действие, заступился за Израиль. И на меня такой шквал обрушился, все там. А меня как бы представляют там врагом мусульман, врагом этих, хотя доказательств нет, что там работаю на Америку, на ЦРУ, там сперва на ФСБ говорили, ну, короче, как обычно. А моя задача вытащить чеченцев. Мы, чеченцы, находимся на грани уничтожения, исчезновения полностью. И вытащить вот из этой каши, из этой ситуации моя задача объяснить чеченцам. А как я им могу объяснить? Я должен быть на их волне. Понимаете? Я должен не говорить резких вещей. Даже если я сам с этим не согласен, я должен сперва завоевать их доверие. Я сперва должен расположить их. И потом потихонечку объяснять им. Смотрите, это. И когда человек уже к тебе не относится негативно, что я враг мусульман, там, враг всего чеченского, там, и так, ну, про меня вот днем и ночью, вот вся эта ГБшная вот эта шушера, днем и ночью ведет вот эту работу свою. И был такой, сложная ситуация была. Нужно было либо говорить правду, либо нужно было быть деликатным и не отторгать от себя чеченцев. Я видел одну реакцию, видел, как они на меня все набросились, и пытался не влезать в эту историю, потому что эту историю я решить ее, в принципе, и не могу. Но когда уже на 7 октября произошло, и когда начали поднимать мировой пожар исламской революции, тут уже извините тогда. Если чеченец меня будет за это ненавидеть и пойдет, и взорвется, убьется, еще что-то сделает, я ему ничем помочь не могу. Мне нужно было, чтобы вот эту волну нужно было сбить. И я тогда уже прямо начал говорить. И началось там. Я там с израильским, с американским флагом в могиле, горю весь такой, такой весь плохой, я ужасный, короче говоря, враг всего мусульман. Причем это все здесь, в Европе, начали вот это закидывать, вот эту информационную атаку на меня. Люди, которые заходишь на страницы, они связаны с Кадыровым, с ГРУ российским, вот это, ну, вся подхолопная вот эта мафия, короче, на меня набросилась. А ну, люди-то не подхолопные тоже смотрят и видят. И мне уже от многих даже там близких людей, Аслам, может, не надо, потому что, ну смотри, и так мы еле-еле здесь идем, нам евреи не помогают, евреи на нас вообще даже... Я говорю, ну не помогут они, что поделаешь, я это делаю не для того, чтобы они нам помогали, а для того, чтобы восторжествовала справедливость. Не могу я молчать. И вынужден, и даже очень мои близкие люди между собой ругались из-за того, что я такую позицию занимаю, потому что евреи убивают мусульман, и что никогда нам евреи не помогут, никогда они за нас не заступятся, и что я это делаю для того, чтобы евреи за нас заступились. А сейчас евреям нужна помощь больше, чем мне получается, потому что они уже, хотя нам она нужна очень сильно. Ну, в итоге я сделал выбор. Ну, ладно, кто поймет, тот поймет. Буду говорить аккуратно, буду пытаться не злиться. На меня такая грязь выливается. Ну, пытаюсь объяснить. И сделал выбор. И не сожалею нисколько. Нисколько не сожалею, потому что
У кого есть голова, тот поймет. У кого на плечах есть голова, тот поймет. А тот, кто не поймет, ну что ж, Леон. Жаль, если не поймет. Вот поэтому я начал это говорить. Хотя я понимаю, что надо это делать аккуратно. Мы, чеченцы, постгеноцидный народ. Вы вспомните, евреи, своих бабушек и дедушек, которые пережили Холокост, пережили вот этот геноцид, в каком состоянии находились. Если кто-то помнит, еще некоторые живы, наверное, кто-то помнит своих родителей, своих дедушек, бабушек, какие они нервные были, раздражительные, как они необычные они были, как обычные люди. Вот весь чеченский народ после Холокоста не был освобожден, а остался в руках убийц своего народа. И вот в этом состоянии находятся чеченцы. Поэтому чеченцам нужна психологическая помощь, психологический подход. Мне самому она нужна иногда, да. Хотя я не видел всех этих страданий, лично на себе не испытывал, но все это и видел, и слышал, и читал, и наблюдал, и так далее. Мы воюем не с мусульманами. Амиров, Азарик, я знаю, и это мне важно от вас услышать, потому что я вижу такие антимусульманские, антиисламские такие нападения, и мне, чеченцам, очень трудно это объяснить. Когда воюют имперцы, арабский империализм, этнонационализм воюет против, прикрываясь исламом. Мне нужно разоблачить. Вот здесь мне пишут, что Хамас не мусульмане. Внешне они мусульмане. Внешне все атрибуты, все мусульманское. Ну кто такой Хамас? Хамас это братья-мусульмане, да, переводится аббревиатуры. Есть исламский джихад. Ну такой джихад бывает только исламский, ну такое масло масляное, такие, самые турбо-мусульмане, турбо-маджахеды они. Самый, маджахед это защитник мусульман. Ничего плохого в этом термине, слове я для себя, как мусульман, не вижу. Наоборот, мой защитник. Это хорошо. Потом есть Хизбалла, партия Аллаха, это уже шиитская. Ну и вот все связано с религией, с Богом, и вот защищают они мусульман. И мне, как чеченцу, который пережил геноцид чеченского народа, возникает у меня вопрос к Хизбалле, Хамасу, вот представитель Хамаса, который был только избран в 2005, по-моему, году, прилетел в Москву сразу, вероятно, за деньгами и инструкциями, прилетел в Москву, и ему журналисты задают, а это идет массированный такой, ну просто тотальный геноцид. Вот, Холокост в прямом эфире идет в 2005 чеченского народа. Приезжает Машаль Халид, да, избранный, не оккупированный, не Рамзан Кадыров. Вы, евреи, захватили, убили 30% арабов, поставили туда Халида Машаля. И вот он управляется евреем. Нет, не так, не как Рамзан Кадыров. А ими сами демократическим путем, с наблюдателями избрали. У него везде висят плакаты Путина, России. Их все всегда русские им помогают. Они братья, друзья русских. Такие же имперцы, такие диктаторские режимы, как это, хотя прикрывались и демократией, и исламом. Ему задают вопрос, это турбо-мусульмане, самый главный защитник мусульман, он на себя взял эту ответственность. Ему говорят, вот война в Чечне, что вы думаете? Это внутреннее дело России. После этого, вот этих вещей, не только это единичный случай, там, это что говорил Муаммар Каддафи, что говорил Саддам Хусейн, вот эти все арабские КГБшники, которые вот нас заталкивали, свою агентуру к нам вот с бородами засылали туда, чтобы якобы они нам помогают, а помогают нас уничтожить. Национальное освободительное движение переключить на религиозную волну, чтобы никогда мы не победили, чтобы наше сопротивление просто иссякло, закончилось, или наш народ закончился. И я тогда пришел к выводу, что это все обман. Нету никакой исламской уммы, нету никаких там, да, есть мусульмане, 2 миллиарда мусульман. Каждый живет в своей стране, занимает, кто-то живет в христианских странах, кто-то живет в буддийских странах, кто-то живет в иудейской стране. Разбросаны, живут, и нужно сосуществовать. А вот эти геополитические, имперские игры вот этих миньонов России и их миньонов Хизбалла, Хамас больше, чем Хизбалла,
Это все туфта, я хочу сказать. Это не защитники чеченцев, это оболваненные в большей степени жертвы, конечно же. Очень жаль мне, очень-очень жаль. Искренне мне жаль. Мне жаль, что убивают женщин, детей. Но меня возмущает, когда говорят про убитых женщин, палестинских детей и так далее, но забывают сказать про убитых еврейских, вперед этих детей. Меня это возмущает. А любой человек, у кого есть сердце, а я правозащитник, я обязан на это реагировать, это мой выбор, мой сознательный выбор моей жизни. Любой, у кого есть сердце, он не может не сочувствовать, не сопереживать убийству женщин, детей. Но эти палестинцы, арабы, они говорят, что они сами под них копают и там прячутся. Вот есть видео, где говорят, эти вещи нужно обращать внимание, не пропаганду русскую, которую нам навязывают, а самим разобраться, попробовать. И, к большому сожалению, вот в таком вот цуцванге находимся, в такой вот тяжелейшей ситуации, когда Израилю нужно защищаться, а там женщины и дети. И вот меня пытаются представить, что я вот за то, чтобы женщин, детей убивали. Нет, я за то, чтобы не убивали вообще никого. Вот как-то так. В Газе все Хамас. Да, в Газе все Хамас, да, я знаю. Хизбалла это Ливан, это шиитские группировки. Но видите, если бы они были бы религиозными группировками, как нам представляют, что вот мусульмане воюют и так далее, на земле давным-давно, сотни лет, уже если не 1000 лет, шииты и сунниты враждуют именно на религиозной основе. Это не земля, только вот теология, только религия вот разделяется. Правильное, неправильное понимание, трактование ислама. Вот они, вот сунниты и шииты, именно на религиозном. С евреями нет проблем. Вот это территориальный вопрос. А вот шииты, сунниты, они на религиозной основе. И они не могут прийти к согласию, потому что невозможно прийти к шиитам и суннитам к согласию, потому что сунниты говорят, что пророк, мир ему, это Мухаммад, а шииты говорят, посланник Божий, это его племянник Али. Это фундаментальное различие. И никогда они не придут к согласию на религиозном, да, сосуществовать будут, жить будут, это так и должно быть. Каждый может молиться как хочет. Но на теологии невозможно прийти к согласию, если у тебя один человек является посланником, а у другого другой человек является посланником. Так вот, всю историю сунниты, шииты враждовали из-за религии. И сейчас Хизбалла, Хамас, они все вместе. О какой религии тогда здесь можно говорить? О чем вообще можно говорить, когда сунниты, шииты вместе против евреев воюют? Как, куда это? Объясните мне тогда. Вот эти вещи мы должны понять, отделить религию от империализма и так далее, чтобы прийти к какому-то единому консенсусу, единому знаменателю. Как-то так. Хотят, чтобы их не убивали, пусть вернут заложников наших, там тоже дети наши. Я полностью согласен. Конечно, это было вероломное, подлое. Это был акт геноцида, который давным-давно убивали евреев, теракты против них совершались. Но так массово, вероломно женщин, детей не убивали уже давно евреев. Массово так. И это большая трагедия, которая обернулась еще большая трагедия для тех, кто якобы защищал вот этих людей. А на самом деле он подставил. Вот эти хамасовцы, они подставили вот этих арабов сектора Газа. Как-то так, друзья. Принц Саудовской Аравии прямо сразу сказал же, что ему все равно, что происходит в Палестине. Но народ якобы переживает за простых народов Палестины. И знаете, для меня принц Саудовской Аравии, если честно, вообще не авторитет. Вообще я не считаю, что этот человек заслуживает какого-то его внимания. Этот человек, не буду, я и так много про него говорил, оставим его, да.
Может, Ичкерии, нашему президиуму, они захотят помочь дать. Не будем всех гасить дело. Но его мнение для меня не авторитет, абсолютно. А то, что, да, конечно, а кто, ну это сейчас, если быть на справедливости, то справедливость на стороне Израиля. Аслан, почему президент Палестины Махмуд Аббас поддерживает Израиль против Хамаса? Я не знаю, почему, я его тоже не считаю. Хоть он и поддерживает, но я не считаю. Может, его русские кинули уже, потому что это все ГБшные вот эти, что предыдущий был, кто до Махмуда Аббаса, Ясир Арафат, да, этот был ГБшник. Они по-русски говорят, ну, почти как мы с вами, хорошо владеют русским. Откуда арабы знают русский? Потому что обучались, готовились. Вот такая вот тема, да, интересная. Так, мы 1,5 часа в эфире, друзья. Я предлагаю вам, кому есть что сказать. Мы много говорили про еврейско-арабский конфликт, израильско-арабский. И про это я сейчас не хочу с вами много говорить, но если хотите, можем и эту тему затронуть. Я предлагаю вам в ТикТок подняться и на эти темы, про конфликт, который может в Украине быть заморожен, про мобилизацию в рай, которая сейчас производится на России. Вот это во всем я готов с вами поговорить. Вот полчаса готов вам выделить эфирного времени. Ведь палестинцы из Палестины, где Иерусалим, не протестовали против Израиля. Совершенно верно, 2 миллиона арабов, мусульман живет в Израиле. И никто не протестовал, никто ничего не делал. Потому что все понимают, что это то, что готовят для нас. Вот Палестина 2.0, потому что проект этот Палестины, скорее всего, уже все, больше его не будет. И Израиль наконец-то сможет гарантировать свою безопасность. Но еще, правда, далеко до этого. Но не то чтобы далеко, я надеюсь, в этом году все закончится. В этом, в следующем, дай бог. И все будет отлично. И я надеюсь, что Израиль признает нас, Чеченскую Республику Ичкерия, как это сделала Украина. Как это сделала Украина. И геноцид, который над нами совершен. И вот тогда бы Израиль сломал бы хребет всем этим антисемитам, этим разным там, которые хотят чеченцев вот как острие, наконечник копья бросать вперед, там нас поднимать. Выбили бы почву просто, сломали бы хребет всем антисемитам и так далее. Я надеюсь, что Биньямин Нетаньяху, я ему писал, кстати, письма писал, надеюсь, признает он или кто-либо в Израиле, признает Чеченскую Республику Ичкерия и наконец-то обратят на нас внимание и начнут нам помогать в этом мире. И американцы, и англичане, и евреи, и немцы, и все остальные. Сектор границ с Египтом, а Палестина границ с Иорданией. Так, извиняюсь. Так, Израиль признает Ичкерию. Теперь понятно, почему ты за Израиль. Ну, я не знаю, признаю. У меня нет никаких гарантий, Израиль признает или нет. Я за Израиль не потому, что они нас признают и что у меня какие-то гарантии, а потому, что я так считаю. Это справедливая точка зрения, и я должен объяснить свою позицию, в первую очередь, чеченцам. Я на чеченском это много обсуждал, говорил, мы много говорили на эту тему. Поэтому, если бы Израиль признал бы, то я тебя уверяю, я топил бы еще больше, и не один только я это делал бы. У меня просто появился бы большой, мощный аргумент, чтобы всех антисемитов, всех других
заткнуть за пояс. Но пока этого Израиль не сделал. И сделает или не сделает, не знаю. Кто приходит к нам с дружбой, получает дружбу. Ну вот, посмотрим. Посмотрим. Мы к вам с дружбой. Русские хотели кинуть чеченцев в Газу. Да, да. Очень сильно это нагнеталось, поднималось. Ну вот вы видите, не получилось у них. Не получилось. Чеченцы умнее стали. И мы какой-то вклад внесли. Отлично, супер. Я горжусь чеченцами. Отлично все. Все нормально, чеченцы. Все отлично. Религиозность сект был нах етербацут ирва бисел да, есть напрочь отмороженные, напрочь зазомбированные, но если не понимают, ну, значит, по-другому им как-то дойдет до них. Поверь, США уже признали Ичкерию, но еще не огласили. Я тоже в это верю. Я в это тоже верю. Но, как говорится, дайте мне пощупать это признание. Да? Пока что нечего там признавать, согласись. В смысле нечего признавать, Владимир? Не признавать Ичкерию, что ли, нечего? А почему Украина тогда нашла, что признать? Грузия нашла, что признать? У нас есть... Нет, это вы так не говорите. У нас есть свое государство, которое мы кровью и потом себе вырвали просто зубами и интеллектом вырвали у фашистской России, которая незаконно 300 лет нас угнетала. Сейчас она снова нас оккупировала, но это ничего не меняет. Страны Балтии 50 лет находились под оккупацией. Ничего это не меняет. Кадыров, Россия там. Да, Кадыров, Россия там. Ну, Украина что же это знает? Что Россия там, Кадыров там. Но Украина признала и геноцид признала над чеченским народом, совершенный Россией. Отправила ООН документы. Это Верховная Рада. Но Украина что сделала? Она сделала шаг, но не закончила этот шаг. Дело в том, что Верховная Рада свою часть работы выполнила отлично. И из-за этого чеченцы будут поддерживать Украину до конца, до полной победы Украины. И также Израиль будем поддерживать, если он нас признает. Но Украина не признала наш президиум. То есть она с президиумом нашим переписывалась. Представители, юристы украинские переписывались, как все правильно признать, оформить. Все это было сделано через наш президиум. Все четко, классно. Но когда нужно было приглашать, в этот момент стала пауза. И я так полагаю, это либо СБУ, либо ГУР, потому что ГУР там светится, Буданов светится постоянно. Пригласили Ахмеда Закаева, который им якобы обещал 300 тысяч чеченцев со всей Европы приедут воевать в Украину. И вот таким вот образом все застопорилось. Вот все остановилось. Вместо того, чтобы пригласить Аяда Идигова, Аллу Дудаеву, других людей из президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия, а за ним народ пойдет, за Закаевым не пойдет. Люди знают, кто такой Закаев. Эти люди, которые не имеют четких взглядов, принципов, догм. Они то за русских, то против русских, то за Ичкерию, то за Имарат Кавказ, то за халифат, то еще за что-то. И Горская республика. И так просто путают людей. И чеченцы очень хорошо знают, кто такой Закаев. И никто не будет поддерживать Закаева. И мы видим, столько времени, денег, столько всего вложено, и все равно не пошло у них там в Украине. И мы знали, мы это с первых дней говорили, что эти люди не работают на Ичкерию, на чеченский, они работают на Кремль, на Москву они работают. А их пригласили к себе, и вот мы потеряли 2 года, если не 3, 2 года потеряли, как пригласили. А если пригласили туда наш президиум, официально открыли посольство, всех там чеченцев мы бы начали бы оформлять, там готовить, собирать, и было бы доверие, понимаете, была бы сакральная связь со своей властью. И чеченцы пошли бы, как за Дудаевым пошли, за Идиговым пошли. Идигов
в том числе и Дигов, он там не один, за все это время принципиально идет, стоит на защите Конституции нашего государства, нашего народа, и не продавался, не покупался и все остальное, в отличие от некоторых. И вот что произошло. И если бы Израиль сейчас это поступил бы, открыл бы, как американцы открыли посольство Израиля в Иерусалиме, также дали бы нам место, и мы бы открыли бы в Иерусалиме посольство Чеченской Республики Ичкерия, я вам гарантирую, 99% чеченцев, ну 95 возьмем процентов, потому что 5, допустим, пророссийские и отмороженных, вот туда 5. 95% чеченцев полностью были бы произраильскими. Это я вам, ну, немного времени для канала реалити, признания Израилем Ичкерии, и немного времени для реалити, и чеченцы стали бы самыми надежными, близкими союзниками Израиля. Потому что у меня был бы аргумент, факт, сбивать любую эту ситуацию. Вот такая вот. Просто чеченцы обижены на всех, если честно. На всех просто. Вот какая ситуация. На всех. И на евреев тоже. Хотя вы, наверное, думаете, за что на нас-то? Валейкум салам, Осман, машуэль. Хэшуйсо, звук там цеяльса, хочешь. Я бы попросил бы, вот я каждый день пишу документы, каждый день пишу бумаги, каждый божий день кому-то мне приходится писать бумаги, абсолютно бесплатно. И если я вам не ответил сразу, не перезвонил, не надо мне названивать в прямом эфире, не нужно мне писать здесь. Я не только же занимаюсь, отлично, я не только занимаюсь вот вашим вопросом, у меня уже голова кругом идет. И постоянно долбить, ну терпения наберитесь. В рабочее время у меня и сон мне нужен, и отдых мне нужен. И я, если честно, здесь, я вам скажу, не на курорте, да, садим собор, да, маятиш, юю. Хотя я это у нас ютик, дух бонсу, иш хасан, хочу я здесь, хотя я ла халга баришну, инслаг белла, мелла сохез, собор, да, иш, дух дагаш. Виктор Швенцель. Германия тоже признает 100%. Виктор, если Германия признает, а для меня это очень важно, чтобы Германия нас признала, я лично вас найду и так вас обниму, что у вас 2 ребра лопнет просто. И мне очень важно, Виктор Швенцель, чтобы именно Германия нас признала. Германия — это моя вторая родина. Вот я отвратительно говорю на немецком языке, вперемешку с английским у меня вообще бардак получился. И я очень гордился бы тем, что Германия бы признала бы нас. Очень на это надеюсь. Так, никто не заходит, я слышу. Не верьте Западу, он многих кинул. Александр Муравьев, вы не поверите, он нас тоже кинул. Ну, другого Запада не существует, другой мировой цивилизации не существует. И нам нужно выкарабкаться из этой ситуации, поэтому, ну, опыт есть. Очень-очень негативный опыт есть. Ну, посмотрим. Надеемся, что все наладится. Просто мне интересно, откуда берутся деньги у Закаева на все поездки его окружения? Ну, я не знаю. Ну, Россия, наверное, дает. Откуда деньги? Сам-то он их... Свои деньги-то он не тратит на это точно. Россия дает. Может быть, Запад дает. Может, Украина ему денег вливала, что он там обещал. Там. А на самом деле это же просто было симулятор. Создать видимость какой-то работы, чтобы реальные чеченцы, реальный президиум, реальная настоящая прочеченская власть не пришла в Украину. Это мы потеряли время. И, наверное, те деньги, которые Запад, Америка выделяет, и Германия наша выделяет
Украине они шли, наверное, вот там формировать чеченские батальоны. А чеченские батальоны умирать на смерть никто не пойдет, если ты не веришь своему командиру. Если за Дудаева, там, Басаева шли люди, которые знали 100%, что этот человек наш, и он тоже умрет. Понимаете? Вот когда человек готов отдать свою жизнь, если он уверен, что его командир, его президент тоже умрет. Тоже, а так ты дурак получается. Они тебя используют, а ты погибаешь. Нет, должны быть идейные, должны быть честные. Настоящие должны, не симулякры, не аферисты, не мошенники, не актеры, играющие роль. Настоящие, чтобы сражаться и умирать. Это очень трудный вопрос, да? Так, давай, Борис, ты слишком много говоришь, Леон, ты забанен. Ты умница, говорит Маргарита. Ты тоже, Маргарита. Пиши, Биби, побольше. А вы тоже, Маргарита, пишите. Я писал, Биби, я писал, отправлял письмо ему, переводил на иврит и отправлял, но посмотрим, ответа нет. Ну, есть ответ или нет, помогут, не помогут. Моя позиция в отношении Израиля не поменяется. Но если помогут, мне просто станет легче бороться и с этими разными товарищами. Как-то так-то. Подними борщ, Бог, куда? После нашей войны пиши. Борщ, Бог. Ну да, после вашей. Конечно, сейчас вся система нацелена на победу, конечно. Но это тоже могло быть таким орудием своеобразным. Это было, знаете, подспорьем таким. Ну, это на мою точку зрения. Ну, у Натаньяху, у руководства Израиля, может, свои взгляды. Конечно же, мы не хотим вам навредить, и нисколько, чтобы вы свой ущерб что-то делали. Я думаю, это было бы очень... В принципе, и так удается этот накал антисемитский сбивать. Но, знаете, они не отступают. Вот хуситов они запускают сейчас, шиитами они работают, суннитов они постоянно, вот эти же группы у них есть, которые вот пытаются мобилизовать. Ну, я уверен, не получится. Такое вот у меня убеждение. Но они работают над этим, и надо не сдаваться, надо не сдаваться. Подними Борз, хочу послушать, что он скажет. Именно Борз, он меня вроде не просит. Борз, это который здесь был, наверное. Ты у меня в Ютубе был Борз, я его забанил, все, его больше нет. Да. То стучат, тому открывать. Да, Куаха, совершенно верно. Мой дедушка говорил, если ты приходишь в какое-то административное здание и кабинет какому чиновнику стучишься, стучи вот так, он, говорят, показывал пальцем об дверь до тех пор, пока этот палец не пробьет эту дверь. Вот тогда тебе откроют. Поэтому мы будем стучать каждую дверь, тык-тык-тык, и никуда вы от нас не денетесь. Израиль не хочет с Россией воевать, а Ичкерия это пойти против России. Маргарита, Россия воюет против Израиля уже давным-давно, и Израиль воюет против России. Понимаешь, это их миньоны. Они сейчас такую бучу разжигают. Признает Израиль Ичкерию, не признает. Там вкладываются такие средства и столько проводится манипуляций в этом мире.
на Ближнем Востоке в целом, что от Израиля не собираются отступать. Как бы есть надежда, что они, большая надежда, что у них ничего не получится, но я вам скажу, что да, война не открытая, но если вы признаете войну Ичкерию, это не значит, что вы войну должны объявлять. Понимаете? Вы признали просто, что государство, у нас все основания, мы не часть России. России не существовало, когда образовалась Ичкерия. Сейчас русские говорят, что они сожалеют, что Украину они признали и там с ней долгое время сосуществовали. Что это нужно убрать и нужно Украина, что тоже не является государством, а является частью России. Мы образовались как Украина, Грузия, все страны после развала Советского Союза, соблюдя сталинскую, ленинскую, последнего образца, советские конституции и международное право. Это был выбор народа еще в 90-м году, еще даже председатель ЦК Чечено-Ингушетии, да, кто он, как там должность называлась, генеральный секретарь Чечено-Ингушетии, Доку Заугаев, например, он тоже был за то, чтобы мы стали независимым государством. Тогда был парад суверенитета, там все стремились к этому. И нас Россия признавала независимым государством. Россия первая вывела войска с нашей территории, с первой республики на постсоветском пространстве. Подписывались договора, у нас все имеется, что мы там нефть, газ, мы не брали у них ничего, мы не претендовали даже на приватизацию всей советской собственности. Мы им все оставили, сказали, просто нас оставьте в покое, мы от вас ничего не хотим, ни денег, ничего не хотим. Мы даже рубли оставили, в обороте у нас остались. Мы даже российские, потом уже советские, РСФСРовские и российские законы, которые не противоречат законам Конституции и законам Чеченской Республики, их оставили. Мы хотели полностью быть полезными друзьями с Россией. И Россия это соглашалась, принимала, встречалась, министры профильные общались, заключали сделки там, ну и так далее. Поэтому ни у кого в мире нет основания считать нас частью России. Это предательство международного права, предательство чеченцев, принципов справедливости, честности. Все это сделали. Все, кто считает нас частью России, все предали основные принципы международного права, справедливость предали. Также можно сейчас Украину объявить частью России. Почему нет? Если можно было сделать это с Ичкерией, почему нет? Поэтому мы... Это все обман, что мы какой-то мятежный генерал был, который там поднял мятеж. Это была воля народа. Еще в 90-м году, заметьте, был съезд чеченского народа. Мы знали, что дело идет к распаду Советского Союза. Ну, думающие люди знали. И тогда объединились, собрались, и мы тогда провели свой традиционный, чеченцы испокон веков, вот как в Америке есть представительная демократия. Вот у нас была такая же представительная демократия. От каждой 1000 человек были выделены делегаты в Чеченской Республике. И провели этот съезд 3 дня, он продолжался. И тогда был общенациональный комитет Чеченской Республики, где ее лидером стал Джохар Дудаев, советский генерал. Ну, вот такая была процедура. Все русские нас поддерживали, правозащитники, демократы русские. Все было нормально. Потом, когда они захватили власть, окончательно КГБшники поборолись там между собой. И они империю начали восстанавливать. Вот это был план такой. Разойтись, чтобы сойтись. Колхозная экономика Советского Союза была неконкурентоспособной. 80% советской экономики работало на военно-промышленный комплекс. И все уже, паранойя была у русских, поражение было полное. Атомные бомбы, там, программа «Звездные войны» американская, которая сейчас вот-вот уничтожит весь Советский Союз. И они легли под русских. Они сказали, все, Ельцин прилетел, Господи, благослови Америку. В Сенате там воскликнул, мы химическое, биологическое, бактериологическое оружие уничтожаем. Берите нас под свое крыло. Их взяли, пустили во все организации. И из-за этого закрыли глаза на вопиющую
вопиющую несправедливость в отношении малочисленного чеченского народа, которого американцы поддерживали, которые нас поддерживали, американцы, мы были одни из движущей силы развала Советского Союза, потому что внутри Советского Союза мы, чеченцы, одни из, не только мы, но мы одни из были, тех, кто боролся за права, за демократию, за то, чтобы Советский Союз перестал существовать, чтобы тюрьма народов освободила все народы. И этому способствовали «Голос Америки», Deutsche Welle, BBC, что там еще, и все остальные. А потом умыли руки, как говорится. Вот как было все. Если нам Америка даст разрешение. Америка даст разрешение. Я знаю, Израиль находится в тяжелейшем положении, и вам сейчас тоже нужно оглядываться и на США, и у вас война, да, вам сейчас, конечно. Я просто объясняю ситуацию, я ни на что не претендую, ни к чему не обязываю, я просто рассказываю, как есть. И если Израиль хочет быть великим государством, которым он является, на что он претендует, то он должен быть великий по отношению ко всему. И к тому даже, что он, может быть, не сильно извлечет пользы. Хотя больше пользы от чеченского народа, чеченской дружбы с чеченцами даже не представляет ни Америка, ни Израиль, насколько мы могли быть полезными. Насколько. У нас еще есть и нефть, и газ, и пресная вода. У нас много чего есть, если так брать уже и экономическую составляющую. Мы очень договороспособные, мы держим слово, мы не юлим, не хитрим. У нас нет этого. Мы какие есть, такие есть. С нами легко. Мы адекватные, цивилизованные люди. Очень много образованных, толковых, умных людей. Я бы хотел усилить наши взаимоотношения. Но, как говорится, вальс – это танец двоих, как говорится. Чеченские женщины очень мужественные, иначе чеченцы были бы не те чеченцы. Чеченцы женщины воспитаны настоящие мужчины, поэтому чеченку подавляют намеренно через разные пропаганды. Да, это тоже есть. У нас, кстати, в Конституции, я не помню сейчас, какая там статья была, мужчина и женщина равны в правах. Это в Конституции записано. Я думаю, все вот это, вот эта вся нехорошая вещь, которая, она к нам не относится. А сам ведь никто не поймет наши традиции. Но, смотрите, это наши традиции. И они прекрасные. Я всю жизнь жил среди разных народов, среди разных людей, разных национальностей. И я не видел, чтобы от моей культуры, от моей идентичности кто-то нос воротил. И наоборот, интересовало, спрашивали, пытались подражать. Это очень... Никогда не видел, что вот отторжение. Да, кто не знает, тот отторжение бывает. Ведь у всех ведь есть. Для этого нам нужен народ, государство, безопасность, чтобы мы сохранили свою идентичность. Мы древняя цивилизация, чеченская цивилизация, и она не может просто так исчезнуть, только потому, что русским фашистам не хочется, чтобы мы были чеченцами. Ну, так не будет. Никогда нас Россия не покорит и не добьется того, о чем мечтал Кошман. На этом хочу я свой стрим закончить, друзья. Спасибо, что смотрите и поддерживаете. Спасибо за все. Завтра будет стрим на чеченском языке с Аядом Идиговым, сопредседателем Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия. И я вас всех жду. Все будет Ичкерия. Ам Израиль Хай, слава Украине. О Аллах, благослови Америку. Адикюэль Маш, всего хорошего, друзья. До свидания.